Руслан, вот спасибо большое. Все говорят, что плохо с экономикой, плохо с трудоустройством. Но если отбросить эмоции, вот мой личный опыт. Брат нашел себе хорошую постоянную работу на производстве, которая расширила линейку бактерицидных ламп именно из-за коронавируса. Ну, слушай, хороший пример положительный. Но нет худа без добра, оказывается. Да, я тебе напомню, что вообще мы чемпионы мира по выживанию. И на самом деле обычный живой человек, он судит о состоянии экономики не по статистике, не какие-то высокие материи, по своему холодильнику дома он судит о состоянии экономики. Ну вот еще один из примеров из нашей семьи. Да, мы с мужем и наши друзья, между прочим, смогли воспользоваться ипотекой под 6%, которая была специально выделена для стимуляции строительного рынка. Клево, да, клево. Ну вот тогда в чем проблема с экономикой? Алсу, я понимаю, что Алсу, я тебе напомню, что ты рассуждаешь проблемы, как наемный работник, который несет ответственность только за себя и за свою семью. Но ведь давай спросим у тех, кто руководители предприятий, своего бизнеса, кто еще отвечает за других. Вот как они пережили этот год? Давай спросим, что не закроется ли в 21-м. Если еще не закрылись, да. Говорить правду – это самое правильное. Оптимизма нет практически ни у кого. Если нет денег в экономике, она не работает. Что больше всего в этом году возмутило? Налоги нужно обнулять точечно и на какое-то время. По промышленности у нас однозначно будет рост. Это то, чего ты ждешь от будущего года? Мы же не можем постоянно находиться на дне. Все-таки оттолкнуться мы должны. 2020 год, год кризиса, запомнится нам пандемией коронавируса, который наложил отпечаток на все сферы нашей жизни, в том числе и на экономику. Кроме пандемии мы увидели еще и падение цен на нефть и рост курса доллара. Вместо ранее прогнозируемого роста ВВП Россию в этом году ждет рецессия. Что год грядущий нам готовит? Год быка. Не знаю насчет астрологии, вряд ли она способна помочь нашей экономике. А вот присущие быку такие качества, как трудолюбие и упорство, нам бы очень пригодились. Но что скажут наши спикеры и эксперты, которых мы с Алсу Сликаевой пригласили сегодня в студию «Честно говоря», обсудить экономические итоги года и прогнозы на следующий, 2021 год. Итак, давайте я их представлю. Александр Шильдяев, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан. Флюра Садулина, уполномоченный по правам по защите прав предпринимателей республики, и Руслан Валиев, журналист, шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Прежде чем обсуждать заявленную тему, давайте послушаем руководителей двух ведомств, у которых, несмотря на пандемию, показатели не просто устояли, а еще и выросли. Это представители строительной сферы и сельского хозяйства. Давайте посмотрим. Объем жилья у нас будет значительный рост по объему строительства, так называемый объем капитальных вложений. Также мы в этом году, как и в прошлом году, будем сдавать рекордное количество школ и детских садов, а это более 45 объектов. У нас в этом году произошел прорыв по такой, наверное, наболевшей проблеме обманутых дольщиков. На сегодняшний день уже за счет привлечения сил федерального фонда принято решение о достройке либо выплаты компенсации по 50 домам. Мы еще ожидаем в этом году еще по 11 домам решения. Это в общей сложности порядка 6-7 миллиардов рублей. Плюс в этом году мы собственными силами республики с привлечением муниципалитетов, частных инвесторов завершили проблему по 15 домам. С учетом всей тенденции, происходящей в рамках развития вот этой проблемы, с учетом срока стресса, мы планируем, что в 2023-2024 году мы полностью проблему завершим. Ну, если делим само сельхозпроизводство, то есть производство сельхозсырья и перерабатывающая промышленность или пищевую промышленность, уже готовые продукты питания. И в этом направлении, и в том, мы имеем достаточно хорошие плюсы. И очень важно, особенно в производстве сельхозсырья, мы имеем тренд к увеличению. По итогам 2019 года мы закончили с плюсом на 2%, но и этот год мы заканчиваем около 4%. В течение этого года, несмотря на все ограничения, на неопределенности, аграрии сработали очень оперативно, системно, даже имея, что в отрасли были определенные вспышки, и в перерабатывающих предприятиях, и в сельхозпроизводстве, мы отработали, адаптировались к этим условиям, поэтому положительный итог этого года говорит, что все принятые решения были сделаны правильно. Александр, российская экономика переживает кризис по понятным причинам, в непростом, положении из-за пандемии, но тем не менее есть сферы, где даже наблюдается рост, да, вот строительство и сельское хозяйство. Как дела у вас в промышленности? У нас по итогам 2020 года, то есть несмотря на пандемию, которая сыграла
довольно-таки значительную роль в снижении объемов. Ну, по некоторым отраслям, опять же, это мебельная промышленность. Здесь можем говорить о том, что пока закрыты были наши торговые центры, не продавали, и то, что производить было, в принципе, невозможно. Но большую роль все-таки сыграл ОПЕК+ для нас. То есть, учитывая, что нефтедобыча упала в 2 раза по сравнению с прошлым годом, то есть нефтепереработка в связи с этим упала на 30% по сравнению с прошлым годом. Я прошу прощения, мы правильно понимаем, что речь идет о Башнефти? Ну, в том числе о Башнефти. То есть, учитывая нашу высокосервисную нефть в республике, поэтому по структуре Роснефти основное падение – это по Башнефти. Вот. Несмотря на то падение в нефтепереработках, в нефтедобыче, наши металлурги хорошо отработало машиностроение с плюсом. Поэтому падение на 2-3% по итогам года – это все-таки больше не влияние пандемии, а это большая часть от ОПЕК+. Александр, скажите честно, у нас есть, вернее, у руководства региона, у правительства есть какие-то рычаги, чтобы повлиять на экономическую политику той же Башнефти? Ну, в совете директоров у нас присутствует, по крайней мере, 25% есть, но здесь идет не принятие решений руководством республики. Все-таки ОПЕК+ это более высокий уровень, поэтому здесь повлиять особо не можем. То есть, с другой стороны, наши нефтесервисные компании, которые есть, они тоже испытывают сложности из-за того, что нет сейчас заказов по инвестиционным проектам от Башнефти, нету заказов от других нефтедобывающих компаний. То есть все посрезали свои инвестиции, но они пытаются перенастроиться. Вот если брать конкретные примеры, то есть Красный Пролетарий, то есть тот, кто всегда работал и для Транснефти, и для Башнефти, в отсутствие заказов они переориентировались, сделали первый в республике мусоровоз. Флёр, скажи, пожалуйста, вот ты держишь постоянно руку на пульсе бизнеса, предпринимателей, особенно малого и среднего бизнеса. Как они чувствовали себя в течение этого года? Даже, может быть, по периодам, по времени. В начале года они чувствовали себя как обычно, зарабатывали деньги. В апреле-мае они себя чувствовали, у меня нет таких даже приличных слов, чтобы это выразить, как они себя чувствовали. Апрель-май. Апрель-май, да. У нас государство, как в машине едешь, одной ногой, значит, там давит на газ, но другой давит на тормоз. Одной рукой она закрыла их, ограничила деятельность, а другой рукой также просила и требовала платить налоги, никого не увольнять, сохранять свои предприятия. Ну как так может быть? Как они себя могли чувствовать? У нас по потребительскому рынку там просадка была 0,7 примерно, да, от 100% ушла в апреле, как раз в апреле-мае. Плохо чувствовался. Летом немножко был как бы отскок. Вот я надеялся, что эта пружина отожмется и все будет нормально. Оно и получилось. Вроде лето, меньше этого коронавируса. Действительно оживилась экономика, мелкий бизнес, малый бизнес. Но еще помогло, эти меры поддержки сильно помогли, конечно. Все-таки они реально сработали. Конечно. Да? Люди начали получать деньги, вот эти вот так называемые путинские деньги начали получать, да, родители на своих детишек. Предприниматели стали получать федеральные кредиты, банковские кредиты. Руслан, скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, твое мнение, с каким настроением, потребительским, тем же самым, экономическим, подходят наши люди к Новому году? Но я здесь с коллегой соглашусь, что настроение так себе, несмотря на то, что самые пессимистичные прогнозы, которые эксперты, в частности в нашей студии, озвучивали, они не сбылись вроде бы. То есть экономика продолжает функционировать, люди продолжают получать деньги. Оптимизма нет практически ни у кого. Я имею в виду у представителей, скажем так, активных граждан, у представителей бизнеса, как малого, так и среднего, так и крупного. То есть люди находятся в неведении. И вот эта вот неопределенность, наверное, она даже хуже, чем кризис сам по себе. То есть кризис, когда наступает... Что ты имеешь в виду? Кризис — это окно возможностей. К этому привыкли все, и давно об этом гласит китайская мудрость. Но обычно это воодушевляет, когда впереди есть понимание, что мы достигли дна и начинаем что отскакивать от него и расти. Закончится. Вот. Сейчас, когда с коронавирусом непонятно, соответственно, нет уверенности в том, что мы достигли того самого дна. И ситуация завтра может быть хуже, чем сегодня. То есть я правильно понимаю, что ты имеешь в виду, что большинству непонятно, как долго мы будем падать? Да. Это имеешь в виду? Именно вопрос ожиданий. Ожидания не самые оптимистичные сегодня. Спасибо. Теперь давайте поговорим о так называемых пострадавших отраслях, послушаем мнение экспертов и, конечно, обсудим. По отрасли, конечно, ударило в первую очередь по туризму. Мы все помним, да, что у нас отменились у всех поездки, кто-то застрял за границей, да, мы по поручению главы республики занимались этой работой, мы там почти 1000 человек вернули в республику. Но даже при этом, как раз-таки за лето мы наблюдали очень большой такой взрывной практически рост
Потому что многие, да, сидели в изоляции и не могли выехать. И мы увидели, что огромное количество людей поехали по природным объектам. Просто надо иметь в виду, что на следующий год, наверное, хотелось бы такой же поток получить, потому что наша задача как раз в этом и состоит, чтобы люди приехали и довольно уезжали. Да, мы как раз-таки хотим больше парков развивать для того, чтобы регулировать, во-первых, поток и создать условия для отдыхающих, которые сплавляются по этим рекам, чтобы они могли на нормальных стоянках останавливаться. Поэтому тут как раз-таки правовое регулирование нужно. Да, и пока единственный вариант, который это создание новых парков, потому что другого механизма законного пока не существует. Те, кто занимается предпринимательством, все-таки стараются любыми путями, вне зависимости от того, поможет государство или нет, выкручиваться самим. А если государство еще и поможет по возможности, то это только приветствуется. Вот. Наращивать объем, посмотрим тоже опять-таки. Все будет зависеть от того, будет у нас подниматься экономика, люди будут получать деньги, соответственно, будут приходить. Потому что вот последняя тенденция была к тому, что до ковида человек, который приходил и покупал цветок, он брал 5-9 цветков. Сейчас ситуация у него сложнее, проблема с деньгами. И вместо того, чтобы купить те же самые 9 цветочков, он максимум 3 покупает. Потому что объемы тоже падают. Вот если посмотреть цифры глобальные, то по России мы идем с дефицитом бюджета где-то на 1,8 триллиона рублей. Если в предыдущие года мы и шли с профицитом в 1 триллион, то в этом году мы практически в 2 раза уже идем с дефицитом. То же самое касается и Республики Башкортостан. Естественно, основные отрасли, которые просели, это нефтегазовая отрасль. Они дают больше всего пополнения в бюджет, поступления в бюджет, как на общефедеральном уровне, так и на республиканском уровне. Кстати, республика здесь пострадала достаточно так серьезно, потому что мы лишились где-то просели на 50% доходов нефтегазовой отрасли. По открытым данным, по данным Минфина, мы уже на сегодняшний день получили порядка 68,8 миллиардов рублей дотаций из федерального бюджета на компенсацию наших потерь, наших выпадающих доходов. 2020 год был самым ужасным и в то же самое время самым результативным годом в моей жизни. Как и во многие семьи, в нашу семью тоже постучалось горе. Я потеряла самого близкого и родного мне человека. Все трудности, связанные с профессиональной деятельностью, я смогла преодолеть гордо поднятой головой. И это и отказ в продлении аренды муниципального помещения, и повторное закрытие на карантин. Но окончание этого года стало самым важным и самым лучшим моментом в моей жизни. Александр, мы послушали представителей пострадавших отраслей, да? У экономики был очень непростой год, очень сложный. Вот как вы считаете, было объявлено несколько пакетов мер государственной поддержки предпринимателям и экономике. Как вы считаете, они сработали в республике? Основная наша мера поддержки по фонду развития промышленности, даже в прошлом году мы говорили, что основной акцент будем делать именно на этот фонд, докапитализация была 100 миллионов рублей. Когда обсуждали первый пакет мер в этом году, то есть принято было решение его увеличить на 300 миллионов сначала рублей. Мы сделали 2 антикризисные меры для наших промышленных предприятий. То есть это в основном средний такой бизнес. Это под 1% льготный займ на 2 года, причем под оборотку. То, что им надо. То есть это не под оборотную, а под оборотку. Всем желающим. Это с акведами промышленности. То есть то, что фонд развития промышленности, насколько бизнес активно пользовался этим возможностью? Если по итогам 2 прошлых лет выдали всего 4 займа, в этом году мы выдали уже более 30 займов. То есть сначала выдали 300 миллионов рублей, во второй пакет мер принято было решение докапитализировать еще на 200 миллионов рублей. То есть на сегодня у нас выдано более 30 займов на 680 миллионов рублей. То есть есть заявки еще на 140. Александр, что было сделано на эти деньги? На что взяли предприниматели эти деньги? Когда у нас только начиналась пандемия, то есть в республике, соответственно, не было масок, не было антисептических средств. То есть одна из программ — это антиковидная. То есть выдавали под 1% под наши антисептики. То есть 3 предприятия, которые взяли сегодня, это Фабрик Косметик, это наши Делекса. То есть они развернули такие объемы, что у нас сегодня на складах порядка 30 тысяч тонн. Это начиная с апреля месяца? Это начиная с апреля месяца. То есть их не было. Они по новой развернулись на эти деньги, на льготные займы.
и начали отрабатывать. Все-таки вот так называемые путинские деньги это получали наличные счета, физлица, да? А мы же говорим еще и о поддержке государством, мер государственной поддержки именно бизнесу. Вот эти меры, они сработали, как ты считаешь? Конечно, сработали в своей части. Было очень жаль, что мы слишком много флажков расставили, объявляем помощь и говорим только этим, только тем. Например, по АКВЭДам. Например, вы не должны уволить, у вас должна быть такая-то деятельность. Это, конечно, было не очень хорошо, потому что человек слышит, что есть помощь его отрасли, звонит и ничего не получается. И он говорит о том, почему вы мне не даете помощь. Начинает стучать во все двери. Это, конечно, было минус. Мы говорим об условиях, ограничительных конечно, условиях, да. которыми оговаривалась какая-то помощь. Об этом да, говорим. конечно, да. Насчет тех денег, которые были выделены по решению президента, я считаю, что они были правильные деньги. Эти деньги куда шли? Они шли в экономику. Если нет денег в экономике, она не работает. А сейчас осенью, вот эта вторая волна, так называемая, самое главное в экономике в нашей, малый-средний бизнес, это потребительские настроения. Нет у людей настроения, пессимизм. Люди что делают с своими деньгами? Они их под подушку прячут. Они на всякий случай откладывают эти деньги, не несут в кафе, в кино, никуда не несут. И еще плюс накладывается, боятся пойти в кино, потому что заразятся, боятся пойти в кафе. Поэтому вот это денег, которые как кровь экономики, не хватает, нету. Соответственно, все по цепочке бьет дальше. Дело государства разработать и предложить пакет мер поддержки. Да? Дело предпринимателей и бизнеса воспользоваться, либо не воспользоваться этим предложением. Да. Насколько они воспользовались в этой республике теми мерами, которые предлагались? Воспользовались. Мы проверяли по каждому виду поддержки, потому что к нам начались очень куча жалоб, где эта помощь, прочее, начали считать. Серьезные суммы освобождали предпринимателей по аренде госимущества по всей республике, аренде муниципального имущества. Вот вы арендуете помещение, бах, вам приходит 0 до 31 декабря. Ну, красота, если вы платите 200 тысяч. Ну, то есть это реально работало? Конечно, да? Получали выплаты федеральные, получали выплаты республиканские. Если у вас предприятие и вы никого не уволили там, до 90%, то, пожалуйста, на каждого вы получаете по 14 тысяч рублей. Куча у нас было обращений. Потом пошла мера поддержки по кредитованию под 0%. Ну, почему бы не получить? Руслан, скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, да, все-таки меры государственной поддержки доходили до адресата? Ну, сказать уверенно, что дошли до всех я не могу, но наверняка доходили до многих. Но я бы тут отметил другую проблему. Проблему не отсутствие предсказуемости тех или иных решений со стороны властей, как республиканских, так и федеральных. Вот на примере общепита скажу, что, например, для них, чтобы правильно, скажем так, закупать сырье для приготовления пищи, нужно точно знать, сколько часов они в течение недели будут работать, сколько примерно клиентов они обслужат. Это очень важно, чтобы ничего не испортилось, да, чтобы себестоимость конечного продукта не выросла. Но в условиях, когда сегодня может быть принято решение... В условиях пандемии очень трудно прогнозировать. Я понимаю, но как бы вот озвучиваю то, что слышу, соответственно, от тех, кто жалуется. То есть, ну, хотя бы какой-то горизонт должен быть, наверное, подлиннее, а не так, что сегодня мы решили одно, а через 2 дня мы уже передумали и как-то пересмотрели. Вот это, наверное, проблема была. Потому что даже не помощь важнее, да, а важнее вот эта вот предсказуемость. Спасибо, а мы вернемся к разговору буквально через несколько минут. Руслан, ну вот порадовали результаты Татьяны, спасибо большое, которая сказала, что наконец-то она стала настоящим предпринимателем. Она ведь была героиней одного из наших выпусков. Слушай, это как раз был выпуск про бедственное положение малого бизнеса, и мы помним хорошо, она всем запомнилась, Татьяна, она практически плакала вот в этой студии, потому что, ну, все было плохо. Я тоже обрадовался, когда ее увидел, что она улыбается, и к Новому году все наладилось. Сейчас самое главное спросить, а что будет дальше, в 2021 году? Какие будут экономические прогнозы? Мне кажется, все об этом хотят знать. Надо заглянуть в будущее и спросить об этом у наших гостей. И вы не переключайтесь, смотрите, что будет дальше. Смотрите во второй части программы. Говорить правду – это самое правильное. Что больше всего в этом году возмутило? Налоги нужно обнулять точечно и на какое-то время. У нас в бюджете будет очень мало средств. По промышленности у нас однозначно будет рост. Это то, чего ты ждешь от будущего года? Мы же не можем постоянно находиться на дне. Все-таки оттолкнуться мы должны. В
В эфире БСТ, программа «Честно говоря», и сегодня мы обсуждаем итоги года в экономике. Какие уроки надо извлечь из пандемийного периода и каковы наши следующие шаги? Эти вопросы мы задали нашим экспертам и спикерам. Давайте послушаем. Я думаю, что этот год должен нас научить очень простой вещи, что говорить правду – это самое правильное и самое эффективное. Поэтому совет говорить правду, не бояться собственного общества, не бояться, что тебя люди не поймут. Правду понимают, ее сложно принять, но ее легче понять. И в таком случае будет вот то самое доверие, которого сейчас так не хватает. Этот год, 2020, показал, что больше всех шишек со стороны власти, со стороны общества как раз летит в сторону промышленности и строительства. И застройщики у нас нехорошие, и промышленники у нас нехорошие, экологию загрязняют и так далее. Нужен баланс и нужен компромисс, потому что если бы у нас не было промышленных предприятий самого разного направления, мы бы этот год финансово не пережили, на мой взгляд, потому что именно они продолжали платить зарплату, именно они продолжают платить налоги. Да, их меньше, но тем не менее они, ну как сказать, они главное, что у нас есть. У нас в бюджете будет очень мало средств. Например, Башнефть, она всегда нам вручала и была очень, скажем так, палочкой-выручалочкой. Это то, что создали наши деды, отцы. В следующем году активной помощи в бюджет там не будет, потому что они уже с убытком. И поэтому надо ожидать, что надо жить экономно. В первую очередь, конечно, доступны финансовые ресурсы. Процентные ставки даже сейчас, они в принципе упали, но они сейчас 10%, там 12% для бизнеса. Ну, это не Европа. Мы видим, что малый бизнес-то он не растет, он выживает, фактически идет стагнация, поэтому здесь необходимо кардинальные меры предпринимать. Потом налоговое законодательство. Естественно, нужно не делать отсрочку по налогам, а необходимо просто их, не знаю, списывать. Обнулить. Ну, хорошо, сделали отсрочку. Первая волна прошла, сейчас вторая волна. Ну что, в 2021 году эти деньги появятся? Нет, не появятся. Руслан, ну вот послушали Катерину Телину. Скажи, ты с ней согласен в том, что у нас не было правил игры, что ли, понятных? Да, я с ней согласен, и эту мысль я вот вначале тоже и озвучивал, что как раз-таки у нас элемент непредсказуемости был выше, чем, ну, скажем, в других развитых странах, так это назову, потому что, опять же, вот эти примеры того, какие меры предпринимаются и как эти меры часто там приостанавливаются или меняются, вот сравнивая все это, сравнение было не в нашу пользу, скажем так. И, в общем, ну, давай на фактах. Ну вот что больше всего в этом году возмутило? С бизнесом, с промышленностью? Меры поддержки, да, то есть выплаты всякого рода для бизнеса — это, конечно, хорошо, но, например, отсутствие освобождения от налогов, полное, я считаю, освобождение от налогов было бы уместным, оно отсутствовало, хотя бы по некоторым секторам, которые наиболее сильно пострадали. В других странах, как мы знаем, таких вот освобождений было больше, и выплат по физическим лицам также было больше. Ну, то есть меры как таковые у нас тоже предпринимались, но масштаб этих мер был значительно менее существенным. Чем на что можно было рассчитывать, да? Чем на что можно было рассчитывать, совершенно верно. Флюр, вот продолжая тему налогов, вот твоя позиция. Налоги, конечно, нужно пересматривать. Есть статичные налоги, есть налоги на развитие. Вот поэтому статичные налоги нужно снижать, на развитие снижать, но не до такой степени, потому что если у человека налог с оборота, то оборота, не такой большой оборот, в принципе, налог будет небольшой, и государство много не потеряет денег. Но вот этот период снижения налогов меня очень сильно возмутил, когда мы сами принимали до 31 декабря. Я сразу предлагал, ребят, это же все серьезно, госсобрание, документ, закон, давайте сразу примем на 2020 год, 2021 год. Ну ладно, 22 вы не согласитесь, там, бог с ним, пусть будет 2. Потому что все, что сейчас делается, это все проявится в следующем году. Вот эта вот стройка, сельскохозяйство, мы рапортуем о достижениях. На следующий год, к сожалению, я думаю, что будет снижение. Потому что стройка это мы ввели в этом году. То есть будет тормозиться, да? Конечно, стройка это то, что ввели в этом году. Чтобы что-то построить, нужно 3 года проектировать, делать, деньги получать и прочее. Сельскохозяйство существует
субсидии, помогаем. Если бюджет сокращается, какие субсидии, какая помощь будет? А вдруг там не урожай Но будет? мы так понимаем, что во многом строительная сфера держится на плаву за счет ипотеки, за счет дешевой ипотеки. Да, но ипотека разгоняет рынок, и жилье дорожает. Это же все уже видят. Это может быть коллапс, ипотечный будет пузырь новый. И поэтому и Центробанк, и остальные наши органы стараются придерживать. Сложно говорить, насколько большой риск, там то, что этот пузырь якобы лопнет, вопрос другой, да, но строительная сфера, как локомотив, давайте будем честно говорить, тащит за собой очень многие другие отрасли и сферы. Согласен. Пока так, по факту. В этом году мы отрапортовали по данным объектам, которые год назад, готовились, выделялись деньги и прочее. А в этом году мы видим, что сокращаем на будущий год какие-то объекты. Флюр, очень часто приходится слышать, это вопрос не только к тебе, очень часто приходилось слышать в этом году предложение полного обнуления налогов. Вот вы как к этому относитесь, к этой идее? Ну, я отношусь к этому отрицательно, к полному обнулению налогов, потому что налоги — это на то, что живет государство. Пенсии, то, дороги, больницы. Бюджет. Ну, конечно, да. Где мы возьмем деньги, если мы полностью обнулим налоги? Налоги нужно обнулять точечно и на какое-то время. Нельзя, чтобы люди привыкали к тому, что вот налогов теперь нет. Налоги — это святое дело для любого государства. Мы живем в государстве, нам нужно, чтобы нас охраняли, обеспечивали, нам нужно в социальном плане больницы и так далее. На какие деньги мы будем жить? Руслан, аналогичный вопрос. Ну, как бы да, я согласен, отменять налоги полностью нельзя, но вот то, что я выше сказал, по некоторым отраслям стоило это сделать, и стоило это сделать на конкретный продолжительный срок. Ну, то есть должно было быть понятно, насколько в плане процентов и насколько в плане продолжительности, а не так, что вот завтра случится то, чего мы не ждем сегодня. Вот именно непредсказуемость опять-таки. Александр, вот весной этого года понятно, что никто не ожидал, что такого размаха будет пандемия, но это просто настоящее потрясение, да, для всего мира. Понятно, что все учились на ходу, в том числе и Министерство промышленности тоже, да? Вот какие уроки для себя вы извлекли, какие выводы сделаны, что нужно поправить уже по итогам этого года? Ну, наверное, те меры, которые мы предлагали и в первый, и второй, и сейчас предлагаем в третий пакет мер. То есть и здесь мы идем вместе с Минпромторгом России. То есть до этого не было мер поддержки на субъекты по линии Минпромторга. С 2021 года принято решение пока 1 миллиард рублей на субъекты, на поддержку промышленности, то есть это субсидии регионам Российской Федерации. То есть здесь идет на техприсоединение, идет на возмещение лизинговых платежей, на закуп оборудования и в том числе на докапитализацию Фонда развития промышленности субъектов. Я к тому, что вот те меры поддержки, которые есть, мы, наверное, учились вместе с ними. То есть, вот о чем я говорю. Допустим, ну, всего не предусмотришь. Да? Вот первый пакет мер. Да? Ну, что-то упустили, что-то не предусмотрели, потому что ну, ситуация неожиданная для всех. То есть с учетом этих ошибок вы уже принимали там второй и следующие пакеты. Да, и вот в третий пакет мер, который сегодня, опять же, точечно идут решения, и в том числе по промышленности. Вот по налогам то, что говорим, мы здесь предложили сократить как раз налоги для наших легковиков, для мебельщиков. То есть все-таки для нас они наиболее такие стали пострадавшими отраслями. Поэтому я думаю, эти меры будут приняты. Спасибо. Всем интересно заглянуть в будущее. Думаю, нашим зрителям тоже. Что нас ждет в 2021 году? Сильно ли изменятся цены? Окажемся ли мы в будущем году в плюсе или на это не стоит рассчитывать? Давайте выслушаем разные мнения и обсудим. На следующий год стоят более амбициозные задачи, чем итог 2020 года. По всем видам продукции. В этом году у нас более 4 миллионов тонн зерна собрано и положено закрома. Это очень важно, что все элеваторы заполнены. Сегодня склады у аграриев тоже заполнены основными продуктами. Поэтому мы сегодня по сырью имеем запасы, то есть продовольственная безопасность республики обеспечена где-то по сырью на 1,5 года. Это очень важно. На следующий год мы ставим еще более амбициозную задачу, то есть товарная масса производства будет расти. Вопрос, куда мы его будем девать? Да? Там такое количество продуктов, конечно же, люди в нашем регионе, потребление не увеличится, потребление останется столько же. Поэтому мы должны осваивать новые рынки. Это по Российской Федерации, но и что очень важно, это экспортные позиции, когда мы продаем башкирскую продукцию за рубеж.
хороший задел по ипотеке. У нас 35% рост по итогам 2019 года. Это связано с льготной ипотекой, это связано с сельской ипотекой, которую мы являемся одним из лидеров сельской ипотеки по всей Российской Федерации. Мы понимаем, что вот этот всплеск приобретения жилья позволит в том числе строителям накопить средства путем эскроу счетов и банков для продолжения строительства. Мы понимаем, что в следующий год мы свою задачу как минимум выполним план этого года, а с учетом задач, поставленных национальный проект, у нас будет минимум 5% рост в 2021 году по сравнению с 2021 годом. Также мы планируем на следующий год полностью завершить работу, так называемую работу по определению источников финансирования по обманутым точкам, чтобы по каждому дому гражданин четко знал, либо его будет завершать строительство федеральный фонд и выплачивать компенсацию, либо его будет завершать строительство местный фонд с привлечением частных инвесторов, либо решением его проблемы будет заниматься республика. Не просто это будет на словах, а конкретно на бумаге и конкретно на каждом объекте, где принято решение достройки, должны появиться краны, чтобы эта наболевшая проблема она была завершена. Какие задачи мы ставим на следующий год? У нас огромный объем аварийного жилья, республика большая, общий жилищный фонд составляет более 120 миллионов квадратных метров и порядка 500 тысяч квадратных метров жилья, которое признано аварийным, либо будут признаны в ближайшее время аварийным, но не обеспечено финансированием. Мы ждем с нетерпением закон о реновации, который позволит частному бизнесу участвовать в решении проблем, в том числе по аварийному жилью. Мы планируем, что этот закон будет принят в этом году, и со следующего года мы сможем проработать по нему, как минимум по Уфе и по городу Стерлитамак, где так называемые инвестиционно привлекательные земельные участки. То есть кто быстро смог адаптироваться в онлайн-сфере, там, используя интернет-технологии, те фактически, да, они ушли в плюс, но, по крайней мере, кто-то не провалился. И вот это, собственно говоря, урок, когда нужно перепрофилироваться, кому-то нужно сокращать издержки, потому что если мы видим, что покупательская способность населения падает, она, извините, уже 5-й год подряд она падает, да, дохода населения, то, соответственно, необходимо перепрофилироваться, где-то уйти, может, на более доступный сегмент торговли. Да. Мы же видим это по нашим торговым сетям. Они же уходят на более низкий такой сегмент, чтобы люди могли покупать. Мы же видим по упаковкам, да, было 200 грамм масла, сейчас там 180 грамм, да, молоко, литр сейчас 900, да. То есть каждый выживает, адаптирует как может. Ну вот такие вот уроки извлекает каждый сам предприниматель из вот этого года. Ну, соответственно, нужно ориентироваться на то, что будут, по крайней мере, 2021 год будет не таким простым, и нужно будет к нему подстраиваться. Надеемся, что мы будем постепенно выходить из этой ситуации, потому что мы же не можем постоянно находиться на дне. Все-таки оттолкнуться мы должны. Руслан, вот, допустим, ты лично как смотришь на будущее экономики? Будем жить экономнее. Наша экономика, она чем интересна и в то же время чем она характеризуется? Тем, что сильно зависит от сырья, от стоимости сырья на мировом рынке и, соответственно, от курса доллара. Поэтому, если нам повезет с тем, что нефть у нас будет дорогой на следующий год, то у нас априори все будет лучше, чем в этом году. Кстати, она дорожает. Вот. Соответственно, если она не подорожает, а наоборот упадет, то, мягко говоря, нам придется несладко. Но я, в общем, тоже сохраняю так или иначе оптимизм, коллапса какого-то не жду. Вот. Но того, чтобы у нас экономика росла, появлялись какие-то новые бизнесы, снизу я имею в виду, да, вот, когда человек сам что-то создает, такого, наверное, много не будет. Там с поддержкой правительства какие-то там парки, индустриальные предприятия с крупными инвесторами, ну, наверное, будут продолжать развиваться, благодаря тому, что вот есть у нас инвестчасы и прочее. Но это капля в море, потому что у нас все-таки людей гораздо больше, чем несколько предприятий, да. А в условиях, когда оптимизма в обществе нет, отдельно взятый человек, он, в общем, не особо готов рисковать, уйти, например, с работы и открыть какой-то бизнес. И пока вот это вот условия нестабильности у нас сохраняются, таких вот открытий я много не жду. Соответственно, оптимизм мой связан только с возможным согласись, ростом да, в таких нефти. условиях рисковать там последними деньгами, вкладывать их куда-то не каждый способен, да, это объективно. А как же слова, с которых начали разговор, что кризис — это время возможностей? Это вот тот кризис, который заканчивается уже и достиг пика, это как раз тот кризис, который является окном возможностей. А кризис, который сейчас, он, к сожалению, неопределенен, то есть он непонятен. Он в этом смысле хуже, чем кризис 98 года, например, который многие из нас еще помнят. Тогда сразу упали, ударились об дно и начали расти. И все было понятно и предсказуемо. Казалось, что завтра будет лучше, чем вчера. Вот этот кризис, сейчас так он не все-таки кажется. очень тесно связан с жизнью и здоровьем, поэтому он не похож на все остальные. Александр, понятно, что вы по должности должны смотреть в будущее с оптимизмом, безусловно, да? Но реально на следующий год у нас все-таки будет рецессия или рост? Мы говорим о республике. По промышленности у нас однозначно будет рост. Это
если даже брать цифры сегодня 10-11 месяцев, то есть мы выше, несмотря на, опять же, на ОПЕК+, на падение нашей нефтедобычи, нефтепереработки, мы выше среднероссийского, мы выше среднего по Приволжскому федеральному округу. Выше в чем? По индексу промпроизводства. В прошлом году не было отгрузки станков, в этом году у нас уже 258% по сравнению с прошлым годом. Ну, там, до конца года будет все 500%, то есть они довольно-таки серьезно растут. Кумертау. То есть, опять же, ну, если, просто когда мы приходили, были предприятия, которые лежали на боку. Вот такой вот совместной работой с Ростехом, с комиссиями, Кумертау сегодня по объему она в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Вот резюмируя наш сегодняшний разговор, да, понятно, что скоро Новый год, он неминуем. Да? Руслан, скажи, пожалуйста, вот ты вначале говорил о том, что люди готовятся к празднику с недостаточным оптимизмом. Но наш человек все-таки, он по натуре своей оптимист. Ты каким видишь вот будущий год? Хотелось бы все-таки, чтобы у нас, вне зависимости от пандемии или ее отсутствия, все-таки и другие факторы влияли на то, чтобы люди творили сами. Прежде всего, желание самих людей, ты об этом говоришь? Конечно. Но для этого нужны какие-то комплексные условия, о которых, наверное, нужно говорить отдельно. И которых пока не хватает, как ты считаешь? Какие условия нужны мелкому среднему бизнесу? Крупные корпорации, которые по стоимости стоят больше, чем весь наш рынок Московской международной валютной биржи, одна из компаний, любая там американская, родились как малый и средний бизнес в гараже. В гараже? Конечно, да. Вот почему бы нам по такому пути не пойти и в дальнейшем не уповать на государственные деньги, наши же деньги, которые налоги мы платим, которые поступают в бюджет, потом бюджет оплачивает на крупные предприятия. Ну это все понятно. Ну как, где волшебное место этого гаража найти? Что нужно делать? Волшебное место этого гаража нужно не мешать малому бизнесу, нужно помогать ему. И если говорить о помощи, вот та помощь, о которой мы говорим, финансовая помощь, это, не скажу грубо, скажу более мягко, это примочки больному человеку. Помощь должна быть не финансовая. В этом году была помощь не финансовая, и не все ее... не все ей воспользовались. Не все и поняли о ней. Была помощь, это мораторий на проверки с апреля месяца по 31 декабря. Сейчас их продлили на 2021 год. Вот мы с вами не отравились, на нас с вами там ничего не упало, да, все нормально. Поэтому... Бизнес очень рад, что их не проверяют. Почему бы не продлить, не ослабить хватку государства в проверках бизнеса? Пусть работают, пусть расцветают. Вот это помощь. Это то, чего ты ждешь от будущего года? Конечно. Уважаемые гости, вас с наступающим Новым годом, как и всех наших зрителей. Большое спасибо, что нашли время прийти, и большое спасибо за честный и предметный разговор. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо. Ну, это был, конечно, ужасный год, настоящий год вот крысы, да, но вот все-таки человек такое существо, оно ко всему привыкает, во-первых, а во-вторых, все-таки всегда надеется на лучшее. Тем более Новый год на носу, а это праздник оптимистов. Не знаю, Руслан, вот судя по тому, что говорил Флюра Садулин сегодня в нашей программе и другие эксперты, у меня больше пессимистические настроения. Ты вообще знаешь, чем отличается оптимист от пессимиста? Ну, там стакан наполовину пуст или полон. Ну, есть такое сравнение. Вот, допустим, есть такое, да, вот кто такой пессимист? Это тот, который говорит, вот хуже быть уже не может, а оптимист такой, нет, будет еще хуже. Это вот ровно на тему нашей сегодняшней программы, на самом деле. Ну, знаешь, Руслан, я буду думать и готовиться к тому, что будет хуже. Но надеяться, что этого не произойдет. Вот такая психологическая реакция. Ну, все-таки Новый год на носу, а это праздник, это семейный праздник. И мы будем пить за что? Будем пить за здоровье. Сразу после вакцинации. Тебе слово. Честно говоря, первым делом здоровье, ну а экономика сразу после. Бессимптомно или в легкой форме перенести пандемию нашей экономики и не светило. И одышка у нее, и полно хронических сопутствующих заболеваний. Но и до искусственной вентиляции легких у промышленности и бизнеса, слава богу, пока не дошло. Но вот какой у них процент поражения, покажет следующий год. Осложнения будут, но, дай бог, не фатальные. С наступающим вас Новым годом, друзья! Берегите себя и своих близких, смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.